приказ дал? Поднимите здесь. Сейчас расстреляем здесь на месте. Кто дал команду? Пусть поднимется здесь кто-нибудь. Надо из вас каждого пятого вывести и расстрелять здесь. Это будет пример для всех. Что вы делаете? И скажите, если вы не хотите, бросьте все. Не дурачьте нам голову. Скажите, что вы не хотите. Не можете. Боитесь, скажите. Что же вы делаете? Неужели вы не понимаете, в каком мы положении? Вы же раком сейчас будете пятиться назад. Не понимаете, если вперед не пойдете? Что же вы делаете? Что? Вы же в бою еще не побывали. 70% раненых кто такие? Осколочные ранения. Где пулевые? Вы противника в глаза не видели еще. Что же вы? Что, неужели вы порода труса? Все у вас есть. Все, что вам необходимо было. Вооружены до зубов. Для чего это надо? Чтобы в городе ходить? Но вы поймите, вы же 5 лет назад одну гору взяли, вернулись обратно. Второй раз взяли, вернулись обратно. Это же не детские игры. То, что за 3 дня надо было сделать, вы делаете уже вот 8-10 дней уже занимаетесь этим. Вы что думаете, очень большие успехи там? А Холшени взяли. Кто взял Холшени? Артиллерия взяла, а не вы. Кто взял Шрому? Артиллерия взяла, еще раз говорю. Так же нельзя. Вы только скажите, вот вы здесь поднимите руки, скажите. Мы готовы сложить оружие. Скажите, я не буду убиваться, что мне это больше всех надо, что ли? Видим, как вы там погибаете. Я не спрашивал про месть. Я говорю все вместе, если вы хотите, для усматривания, поднимите руки, скажите, что вы готовы сложить оружие. Я не буду убиваться, что мне? Больше всех надо, что ли? Что я за вами должен бегать. Думаем о том, как вас накормить, как вооружить, что сделать, как помочь. Ну что ж вы? Что, неужели абхазцы это порода трусов? Скажите, что мы трусы. И сложите оружие. Никто вас не будет неволить. Насильно никто не будет гнать. Кто вас? Никто нет. Слушай, один раненый, 5 человек с ним едет. Для чего? Да потому что укрыться хотят здесь. Я так понимаю. Раненым, с раненым санитары должны ехать. А сколько там возле больницы вас? А какие геройские истории рассказывают? Я предупреждаю, введем военный трибунал. Будут расстреляны командир батальона, там кто у вас командир взвода и рядовые, которые будут лежать. Я предупреждаю. Каждого из вас это предупреждаю. Или вы скажете, что вы сдаетесь, скажите. Тогда я дам команду сдаваться. Все, сложите оружие, все. Вам, блядь, абхазцам так и дал, чтобы пизделей вам давали по голове как следует. Заслуживаете вы этого. Что вы, трусы, что ли? Когда вы уходите, каждый из ребят, который там остается, вы же его бросаете. Неужели совесть у вас есть? Как можно бросать? Что вас отлавливает? Не позор ловить. Сейчас это показать это все. И покажем вашим родителям. Враг будет радоваться, если показать. Вы послушали, вы вчера по телевизору выступали они. Как издевались. Мы, говорит, их жалеем, этих абхазцев. Они, говорят, как зайцы бегут. Ну так и вы бежите. Неужели вы позволяете над собой так издеваться, чтобы над нами смеялись? Были бы вы безоружны, я понимаю. Вооружены же. Что, не кормлены? Мать одного подходит, говорит, что брюки испачкал в грязи, сыночек пришел помыть брюки. А он там будет сидеть ждать. Слушай, это война. Кто-то кого-то убьет, кто-то останется, у кого-то брюки замажутся. Дождь пойдет, что делать? Ну вы даже это понимаете? За каждым из вас бегать, вас отлавливать. Ты пойми там, ужас, те командиры, которые наблюдают, русские говорят, что это такое? Вы хоть один батальон дайте людей, которые могут воевать. Что это такое? А сидели на вас смотрят. Говорят, пусть они себя покажут, мы тоже покажем.